Мягкие игрушки – это наши лучшие друзья из детства. Даже взрослыми мы помним своих плюшевых друзей. В Крыму лучшие мягкие игрушки создает евпаторийская фабрика мягкой игрушки Ипполитово. Это один из самых известных и востребованных производителей на полуострове. А начиналось все с Ирины Ипполитовой и ее супруга еще в 1991 году. Вот у меня было хобби, я шила мягкую игрушку для своих детей, для знакомых. Я ее вязала, я ее рисовала, я ее делала из разных материалов, в том числе из искусственного меха. Начинали работать вдвоем. Я шила, муж мой раскраивал и набивал. Постепенно команда Ипполитовой росла, сейчас здесь трудятся больше 30 человек. Ежемесячно они шьют около 2000 игрушек, но каждая игрушка особенная. Когда игрушку берешь в руки, чтобы ее нельзя было отпустить, она должна вызывать, во-первых, положительные эмоции. Она должна быть мягкой, пушистой, доброй, открытой, веселой, красивой, нежной, теплой. Я могу подобрать очень много эпитетов, чтобы прежде всего она была для души, чтобы она радовала. Над созданием одного такого медвежонка или барашка трудятся как минимум 7 человек. Сначала игрушку придумывают дизайнеры, и если идея новой игрушки одобрена, создается выкройка. До сих пор ножницы являются основным орудием загрузчика. Да? Они бывают разные ножницы. Обычные простые ножницы, электрические ножницы, большие, маленькие. Та же ленточная машина – это те же самые ножницы на самом деле. То есть мы раскраиваем здесь игрушку. Здесь из куска ткани появляются лапки, ушки и другие части тела будущей игрушки. Затем комплект отправляется в швейный цех, где игрушка собирается. Игрушки Ипполитовые прочные, легко стираются, не теряя форму и цвет. Для прошивания своей мягкой игрушки мы используем разные виды искусственных мехов. Мех под овчину, например, видите сами. На самом деле это не стопроцентная овчина, это стопроцентная синтетика, но она выглядит как овчина. Также мы используем в своей работе из хлопка ткани, ситец, бязь, чтобы они спокойно могли стираться. Материалы у нас безопасны, потому что они проходят прежде всего сертификацию на фабриках. Они предназначены именно для прошивания мягкой игрушки. Специальный сертификат имеет поэтому. Из швейного цеха будущая игрушка попадает к оформителю, который пришивает глаза. Наша такая еще непонятная шкурка приобретает уже глазки, становится похожей уже на нашу мягкую игрушку. Здесь специальные такие ножки, на них ребрышки, здесь крепление, защелка, просто защелкивается. И потом эту защелку очень тяжело снять. Она выдерживает 30 ньютонов, что соответствует стандартам. В набивочном цехе будущая игрушка становится объемной. Это уже почти готовое изделие. Набиваем мы игрушку силиконизированным полиэфирным волокном. Оно выглядит в таком виде. Приходит оно к нам в тюках спрессованное. И если мы прямо из тюка будем брать и набивать, то она такая же будет тяжелая и прессованная. Поэтому мы это волокно сначала распушиваем, либо на этом станке, который вы видите за моей спиной. И с помощью этого же станка мы ее и набиваем. После набивочного цеха остаются последние штрихи. Игрушку вручную зашивают, расчесывают и проверяют. Затем упаковывают, и игрушка готова к реализации. Игрушки фабрики Ипполитовой продаются в супермаркетах, магазинах Крыма, а также на автозаправочных станциях. Компания Ипполитова – победитель многих конкурсов качества продукции, а также многолетний партнер детского талант-шоу «Джанлесес», финалисты которого каждый год получают мягкие призы от евпаторийского производителя. Компания Ипполитова изготавливает и брендовые игрушки для разных фирм и компаний. Они присылают нам свои логотипы, свои картинки, свои образы, что они хотят от нас. И мы потом изобретаем, сочиняем игрушку. В данном случае для лаборатории, я уже не помню какой, если честно, мы сделали такого ученого. Видите, здесь название лаборатории, карманы настоящие, пуговицы все пришиты. Игрушки евпаторийской фабрики Ипполитова можно приобрести, выбрав изделие на сайте или сделав индивидуальный заказ по телефону.